По данным гидрометеослужбы, нижняя кромка ледохода на реке Лена находится уже в районе села Тайон-Ары Хангаласского улуса. Фактически уровень воды здесь ниже мерного уровня. До Якутска осталось еще порядка 110 километров. О паводковой ситуации в республике расскажет Виталий Абрамов. На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в районе села Булгуняхта Хангаласского района. Стоит густой лед. До Покровска менее 50 километров. Верхняя кромка ледохода находится возле села Исит этого же улуса. За сутки лед продвинулся на 88 километров. Протяженность составляет 178 тысяч метров. У острова Хатын-Ары образовался небольшой затор, который, так скажем, пока не дает движения ледохода дальше. На прошедших выходных с заходом ледохода в Хангаласском районе наблюдала правительственная группа во главе с временным исполняющим обязанности лидера республики. После облета участка реки Лена вертолет приземлился в селе Кытылджура. В населенном пункте Егор Борисов осмотрел социальные объекты села. При этом в РИО главы республики интересовали не только успехи и достижения, сколько повседневная жизнь людей и их готовность на случай форс-мажора. Основной темой встречи стал вопрос переноса села на новое незатопляемое место. Начиная с 1997 года это небольшое село с численностью не более 500 человек подвергалось наводнению уже 8 раз. И каждый раз в результате весеннего половодья подтопленными оказывались десятки жилых домов. Как и все жители нашей деревни, я от имени учащихся нашей деревни обращаюсь к вам, уважаемый Егор Афанасьевич, с просьбой решения вопроса о переносе нашей деревни в Ниргуну, местность Ниргуну. Борисов внимательно выслушал проблемы местных жителей и поручил зампреду правительства обсчитать все затраты на перенос села и оценить перспективы его развития на новом месте. Осенью в РИО главы республики намерен снова посетить село, чтобы вместе с жителями провести здесь общественные слушания с целью принятия окончательного решения. На остальных реках республики, кроме северных, идет активный ледоход. Из-за маловодья в Амге лед стоит. В результате подъема уровня воды подтоплено 4 дворовых территории, в том числе 2 жилых дома выше уровня пола на 5-10 сантиметров. Жители данных домов заблаговременно были отселены по родственникам и знакомым. Живу здесь порядка 20 лет. За эти года нас подтапливало 3 раза. В этот раз вместе с домом вода затронула гараж и гостевой домик. А в самом селе объявлен режим ЧС муниципального уровня. Все вопросы жизнеобеспечения населения выполнены в полном объеме. Всего задействовано 113 человек, 41 единица техники, в том числе 10 плавсредств. Начиная от Амги и до населенного пункта Мяндиги стоит, опять же, навал льда. Но в последнее время по донесениям оперативной группы наблюдает кратковременная подвижка льда и останавливает. По заверениям специалистов, уже в ближайшие сутки заторное явление в Амге должно ликвидироваться. В настоящий момент наблюдается снижение уровня воды. А ледоход на Лене также в ближайшие сутки-2 должен добраться до Якутска. Виталий Абрамов, Саргалана Харитонова, Саргалана Ильина и Вадим Ганкевич, НВК Саха, Хангаласский, Амгинский улусы, Якутск.